Никита. Пойди, сегодня прикольные темы. Э, Я знаешь, Так. что думал? Помнишь, я же у тебя еще в самом начале спрашивал уже, на серваке мы будем запускать его? Может, Мгм. бота сразу на серваке делать? Так. Можно про это тоже объясню, если успею? Тут у меня некоторые темы уже подготовлены просто. Так, короче, мы, если зайдем в package.json, мы же устанавливали телеграф, да? Он стоит под dependencies. Dependencies — это такие... подожди, я не шарю экран. Так, сейчас. Покажи, да, когда видно будет. Мгм. Не видно? Видно. Только вот. Все. Короче, у нас в package.json есть dependencies, где указаны всякие модули, которые мы используем в своем проекте, да? Мгм. Но есть еще второй вид модулей, который называется dev dependencies. Это те, которые ты используешь в разработке, но для самого продакшна они не нужны. То есть они помогают тебе разрабатывать, но они не используются, когда сама апка будет уже на продакшне раньше, да, вот когда мы задеплоили, например. Вот. Один из таких примеров, которые нам помогают, это NoDaemon. Если мы перейдем в папку source, не source, в корневую папку нашего проекта, и напишем npm install, можно просто i писать, не обязательно полное слово. Потом минус global, global говорю, минус dev. Я вот так делаю обычно, минус d, install, минус d, и NoDaemon. С большой буквы надо. Это если мы в самом проекте не используем их, вот здесь, да, например, здесь телеграф использовали, но NoDaemon мы не используем. Для чего он тогда нам нужен? Для того, чтобы мы запустили NoDaemon один раз, NoDaemon минус src source app.js. Типа мы раньше node делали уже, теперь мы делаем NoDaemon. Он завалился, потому что мы ему не дали bot-токен. Как он назывался? Bot-токен, да? Bot-токен. Потом равняется... Так, сейчас я найду свой. Ну, Димон, что он делает? Я вот таки не понял. Сейчас я объясню уже. Мгм. Сейчас увидишь. NoDaemon. SRC. App.js. Теперь, предположим, мы раньше как делали? Мы говорили node src app.js, да? Потом мы запускали, потом, например, здесь мы поменяли, скажем, по идее, здесь не надо было welcome my guest, хош келдің қонағым, да, например. Мгм. Понял? И тебе надо было вот этот нод снова, да, перезапускать. Понял? Мгм. А Мгм. теперь тебе не надо. Если ты заметил, здесь вначале он написал starting node src app.js, Мгм. потом я сохранил, и он уже рестартинг сделал, понял? Рестартинг Нифига себе. опять. И ты, если... я же только что это поменял, получается. Мгм. Так, на что он реагирует? На старт, да? Так. И он хош келдің қонағым. Еще так, скажем, оказывается, вот так надо было сделать. Он снова перезапускается, и уже он... добавляет, Нифига себе. Точно так же можно и, допустим, со списком юзеров делать, да? По идее. Список юзеров. Ну, допустим, кто может пользоваться моим телеграм-ботом, например. Каждый раз, когда, допустим, в коде я меняю лист юзеров, например, каждый раз Да. запускать код.
А здесь, Да-да-да, можешь получается, так делать. NoDemon сам, да, периодически. Прикольно. Да-да-да, можешь так сделать. Потому что ты и так же это вручную, типа, делаешь, да, типа, добавляешь, потом снова перезапускаешь. По сути, ты только тебе надо будет добавлять и сохранить, а он сам перезапустится. А, По идее, это будет даже работать, если ты обычный NoDemon install сделаешь, да, он Мгм. просто добавится. Ну, тогда, например, когда ты будешь деплоить, например, ты сделал билд, там все такое, но у нас там таких сложных вещей не будет, это уже со сложными проектами. Там у тебя просто проект будет больше весить и тупо из-за того, что ты задеплоил еще такие вещи, которые у тебя, по идее, dev dependencies должны были быть. Мгм. Ну, просто больше модулей пойдут на прод, грубо говоря. А это иногда очень важно, чтобы он очень мало весил. Особенно там, когда ты внешние сервера там используешь, оно много. npm Потому что install за все платишь. NoDemon, да, надо делать? npm install. Можешь чуть выше поднять? Да, сейчас. Вот, А минус npm здесь. i. А это install, просто короткий этот синоним. Ё-моё. Так, окей. Так, вот это я хотел объяснить. А как заранить сейчас? Подожди, я вот это пропустил. Заранить. Заранить ты просто берешь и вместо нода пишешь node и все. Все, окей. Так, это вот про dev packages. Потом есть, например, если ты заметил, сейчас у меня модуль горит серым. Мгм. Ну, типа все обычно текст папки или файлы у нас обычно белого цвета. Ну, вот эти желтые, потому что я их менял, да, типа. Мгм. А по идее белый. Почему он серый? Потому что я заигнорил его, чтобы он не пошел на GitHub, когда я буду сейчас коммитить, например. Давай я новый терминал открою. Так. Здесь могу показать. Что это означает? Это означает, что когда я буду... Получается, я же говорил, что вот люди, которые будут использовать мой проект, они Мгм. просто будут делать npm install, и у них все вот эти модули установятся, да, потому что это все в интернете есть. Мгм. И мне надо вот эти модули у себя иметь, ну, типа скачивать как-то или еще что-то. npm сам сделает это. Поэтому, чтобы у нас на GitHub все эти файлы не хранились каждый раз, да, когда пушим что-то Мгм. или еще что-то делаем, мы создаем такую папку. Это работает только в Git. То есть если у тебя простой проект, да, у тебя смысла Мгм. нету, типа для gitignore. Ты создаешь там .gitignore в корневой папке своего проекта, Мгм. потом добавляешь туда название файлов или название этих папок. И они уже тогда, когда ты делаешь git add, например, да, они Мгм. вообще, ну, короче, их изменения вообще не трекаются, если ты заметил, Да, их да. тут нету. И, соответственно, в GitHub они тоже не пойдут. И лишние файлы, которые, по сути, можно тупо скачать через npm, они не будут пушиться. Я пропустил А, момент. А как gitignore ты добавил туда? Да, это обычный файл, .gitignore, просто Gitignore? называешь файл, Окей. и все. И туда пишешь вот эти все свои через этот интер просто, например, app.js, например, интер и так далее. Окей. Что еще можно сюда пихнуть? Например, можно сюда пихнуть, например, создаешь новый файл, Мгм. а, это, трешки. Давай сюда лучше в корневую папку. Например, токен создаешь, и сюда, например, пихнул свой токен, и Мгм. потом, ну, там, копипастишь, а чтобы GitHub не пошел, потому что там же GitHub, если это паблик, все же могут видеть твой код. Чтобы они Мгм. не скопировали тот токен, он будет просто вот так здесь храниться, Круто. а ты его, короче, добавишь сюда в токен, короче. Если заметишь, сейчас он серый должен стать. Вот, видишь? Круто. Все, Круто. его здесь нету. Вот gitignore есть, то, что я токен игнорю, а само файл нету, короче. Короче, знаешь, я, получается, вот этот именно Telegram-бота вывел в отдельную папку чисто из-за того, что у меня там 260 там изменений было.
Я просто Я- боялся в этот git add нажать. Я просто вывел в отдельную папку, где git не требуется вообще. Все, Я не понял, знал, что понял. можно git ignore замутить. А так бы я эти Короче, модули вот. вывел. Да, я просто на том уроке не объяснял, потому что, чтобы сразу дофига вещей не было, решил, короче, вот так разделить. Так, потом какие-то токены, секретные пароли, слова, такие приватные данные не заливаем на GitHub, потому что много есть скраперов, которые стараются такие эти вещи найти, и их сразу они используют, короче. Мгм. Поэтому никогда не пушим, например, токены. Ну, вот то, что я сказал, короче, никогда не пушим. Вот, добавляем в ignore всегда, и все, короче, проблема решена. Мгм. Так, потом, так, это так объяснил. Это, короче, security. Потом, я Аману недавно... вот, Аман, у тебя не решился, да, вот этот токен? Помнишь? Мы Нет, не я могли. чисто... Я оставил вот этот... Который сверху, да? Да, я его обратно сейчас ставлю. Куда я его Можешь мне текстом скинуть, чтобы я людям мог в видео показать? Хорошо. Сейчас я его найду, блин, я его, знаешь. Его нафиг. Можешь в этот чат общий. Я Да-да, сейчас сюда. я скину сейчас, подожди. Сейчас я обратно открываю вот эту штуку. Вот process NV. Сейчас кидаю в чат. В чат закинуть? Да-да-да, в общий чат. Все раз. Ой, я все это время наш личный чат оказался. Короче, если на винде у вас не работает, это я для всех учеников типа говорю, добавляем вот это сверху, и тогда вот эта вещь будет работать, да? Для этого надо написать, в каком формате было. Типа здесь как надо писать? Bot токен, типа вот так, да? Типа env. Нет, я просто вместо process NV bot токен, я просто bot токен ставил. И в документации то же самое. То есть new telegraph и сразу bot токен идет туда. Вот видишь, внизу const bot равно new telegraph. Не, я это понял. Вот это, чтобы мы же вот это использовали, чтобы здесь типа передать. Как это делается? Чтобы здесь передать. Сейчас, секунду. NV. Подожди, это же из-за ошибки, да? Когда мы Да. бот запускаем. Все. Короче, когда вы бота запускаете, у вас может выйти ошибка, там SSL сертификат, no. Если такая хрень выходит, то вот это просто вставляете, и все. Один раз на весь проект хватает. Главное, чтобы это запустилось до того, как вы будете делать какие-либо реквесты. Хорошо, это указали. Потом теперь есть такая тема, как environment variables, да? Вот мы там, например, bot токен мы достаем через process.env, да? Где вот внутри env это по сути объект, в котором хранятся все environment variables этого данного процесса. Как сделать так, чтобы каждый раз не добавлять типа bot токен равняется там наш токен, ну, вы поняли. Как это решить? Снова есть package, который решает конкретно эту проблему. Сейчас называется .env. Просто устанавливаем. Так, не надо зайти в этот сети. Опять же, устанавливаем npm install .env. Потом идем в корневой папке. В корневой папке добавляем. Сейчас это в корневой папке, да? Сейчас давай сюда добавим. .env. Ну, типа вот dot это точка же. .env.
И сюда вставляем название и равняется, по сути, его сразу же добавляем чтобы ничего не закоммитить, там, еще что-то. Потому что историю коммит тоже можно смотреть, да? Такое, ты закоммитил, там, запушил, а потом, ой, там, удалил, это не канает, потому что в истории все это есть. Поэтому надо вообще никогда не коммитить. Если вы, получается, закоммитили, то тогда берете в Telegram, заходите и делаете новый токен. Там можно, короче, токен обновлять, чтобы тот уже был неиспользуемым. Смотри, Алихан, у меня вопрос. Мгм. То, что в файле .env уже автоматически, да, получается, будет app.js будет понимать, да? Каким образом Да. app.js понимает? Имеется в виду, Мгм. откуда он берет? Просто бот токен, Это мгм. Вопрос, ну, можете сказать. ну, получается, вот есть же, вот ты когда задаешь new telegraph process.env.bot токен, он понимает, что этот бот токен в файле env, да, сидит. Это делается с помощью .env пакетя. Это внешняя вещь. Отдельно, да, еще. Да. Я сейчас в наш чат скину. Вот так делаю. Вот на GitHub есть вот это. Можете прочитать документацию, все такое. Я в чат тоже скину. Ой, можно. Так, Node.env тоже могу скинуть, кстати. Node-Daemon. Так, теперь .env. Вот эту хрень делаем, короче. Просто делаем, запускаем вот это. Это, по сути, что такое? Это мы обычно это сделали вот так, ну, типа, по тому методу, которому я объяснял. Это было бы, типа, .env равняется, например, да? И потом, типа, я сделал .env.config, да? Но, так как мы потом .env никогда нигде не используем, можно напрямую, короче, сделать это. Ой, подожди, я забыл. Конфиг, да, кажется, был там. Так, конфиг. Можно сразу напрямую, короче. Потому что мы один фиг не используем. Потому что вот это все становится .env, и потом вызывается метод config. Давайте проверим, вообще это работает, нет? Daemon сразу. И потом src. Ой-ой, вот это мне не нужно. Проверяем, подключился ли мой бот к этому серверу. Все, работает. Вот, получается, нам главное, чтобы .env находился там. Так, что за фигня? Все, мы тут заранее в другой бот. Так, это выключаем. Я два бота одновременно включил, из-за этого он ругается. Проверить, работает, не работает. Все, кайф. Все, работает. Получается, главное, мы, когда будем наш проект запускать, мы должны запустить его там, где находится .env. Либо просто ставим .env в той же папке, где находится package, и потом указываем путь на сам app.js. Ну, типа, в нашем случае это src app.js, да? Вот, тогда все чики-пуки будет работать. А если вы там внутри src запускаете, он может .env не увидеть, да? Или .env вы можете поставить внутри src, а потом запустить с root этого фолдера. В общем, я советую просто .env положить в root фолдер
и запускать проект тоже с root фолдера, просто указывая на app.js путь. Так, все, это проверили. Так, теперь что нам нужно? Давайте попробуем сделать бот, который будет трекать всех юзеров и всю историю переписок. Как раз, Аман, тебе такая тема нужна, да, например? Сделаем это пока что только через файлы. Как это сделать? В общем, ТЗ понятно, да? Всю историю переписок от всех юзеров надо трекать, просто будем каждый раз сохранять, кто нам отправил и какое сообщение. И в какое время, например, да, тоже возможно, важно. Теперь здесь давайте сделаем new folder, history. Потом давайте сделаем... нет, пусть вот так будет. Что нам теперь надо сделать? На старт мы напишем, что I'm tracking every message now. Tracking in history every message. Теперь, если старт нажимать, он просто, типа, получается, человек как будто согласился, что мы можем трекать сообщения, но мы трекаем сообщения любого вида, да? Потому что нам же не надо только Салем трекать, нам надо любое сообщение трекать. Что мы делаем? Заходим в документацию телеграфа, смотрим, чтобы мы видели любые сообщения, неважно, какой там текст. И так, тут on message sticker, не это, под команду school hips. Там был же этот любое сообщение. Quit on message text out. Как ты понял, что именно вот этот блок именно слышит любое сообщение? Я посмотрел на документацию, там увидел сперва, что есть, кроме лаунча нам не нужен, да, он просто запускает. У нас есть, 4 разных метода. Первый старт, понятно, мы уже знаем, да, что он, когда нажимается команда старт. Help, это там тоже есть такая команда help. Да, я просто бота использовал, я видел, что там есть команда help обычно тоже. Вот. Потом on. Я смотрю, message, стикер. То есть стикер это type message, да? То есть нам, значит, отправили какой-то стикер, и он на него реагирует. Вот так. Реагирует чем? Просто лайк, да, типа отправляет. Следующее это here's. Here's это что? Это когда конкретный тип месседжа, да? Ну, не типа, а точнее текст месседжа, да, отправляется. Я такой понял, значит, мне нужно что-то другое. Потом просто быстро бегаю, смотрю, это тоже comment написано, да, как old school, hipster, там это через знак, там есть же вот этот слэш, через него это команды, да. Так, ниже спускаюсь, смотрю, увидел, что есть message, и тут текст. Вот, там же стикер был, а здесь текст, короче. Он реагирует, значит, на любой текст, понял. Ну, примерно такие мысли. Теперь давайте быстро проверим вообще. Waiting for change before starting. Что, он не рестартнулся, что ли? Значит, is not defined. Вот надо импортнуть message. Короче, только что он ругался, что message is not defined, а здесь мы вот эту вещь он не видит, поэтому мы просто его тоже добавили здесь. Так. Message not a function. Значит, это другой message.
Сейчас здесь должен быть. А, вот фильтр, спаси. Так, ехала. Все еще краш? Что это тут у нас? Импорт message from Telegram. А, импорт. Ну, это другой стиль. Это уже в других типах проектов. Для этого надо какие-то настройки сделать, поэтому мы используем не импорт, а вот там const, там равняется, require. Кстати, require тоже не написал. И вот. Поэтому если вы видите типа в документации импорт, вы просто на такой тип меняете. И все. Так, оттанулся. Ой, куда я прыгаю? Да, в телегу же надо. Давайте просто вот это копипастим. Что он нам напишет? Hello undefined. Почему hello undefined? Давайте смотрим. CTX state role. Что это означает? Это тема для групп. Типа в группах же есть роли. Он, короче, его возвращает. Ну, типа hello admin, там, hello, там, не знаю, ordinary user, там, что-нибудь отправляет, да? Но и так как мы не в группе, он нам отправил undefined. Получается, вот эта хрень у нас undefined, потому что мы в личном чате общаемся. Роли нету. Поэтому давайте мы здесь что-то типа никнейма давайте отправим. Кто это? Center, да, наверное? Center. Chat.id. Вот username. Username, по идее, не у всех есть, если что. Поэтому лучше такую тему не использовать. Крашнулся. Sender чат, значит, неправильно. Не sender чат, это значит для групп тоже. Походу. Вот, давайте посмотрим быстро. Speak state role. Message chat ID. Давайте. Message. From. Да, from точно. From. Username. Hello, Вайтан. Вот мой юзернейм Вайтан, он Hello, Вайтан отправил. Но так как юзернейм лучше не использовать, как я говорил, у некоторых он не бывает, можем просто first name отправить. Пофиг. Нифиг, он не реагирует на сам текст, он всегда одинаковые вещи отправит. Вот, теперь у Алихан. Окей, мы это сделали. Давайте здесь примерно то же самое сделаем. Hello, там, чувак какой-то. Мы его, давайте предупредим, что мы собираемся его историю трекать, поэтому если ты не согласен, track every message now if you... Кстати, если вы хотите, чтобы на следующую линию пошло, вы просто делаете вот так. Потом со следующей линии будет писаться. Либо, если вы вот эти, именно такие кавычки поставили, вы можете напрямую сразу сделать здесь интер, типа. Но с другими кавычками это не канает. Но давайте я сначала вот эту тему покажу. If you don't want to be tracked, please stop me. Так, давайте теперь попробуем на старт нажать. Вот видите, со следующей строки. Это вот n, backslash называется, и n. Это канал для любых типов кавычек, но для этого тоже, да? Еще типа вот такая тема. Но если вы здесь вот так делаете, то там он в тексте тоже будет оставлять вот эти пробелы. Давайте тоже покажу, что это. Вот видите, поэтому хоть вот так типа. Вот. Так, окей, ехало. Теперь нам нужно, чтобы, когда нам приходит сообщение, мы трекаем время,
сообщение. Давайте я здесь напишу. Так. Track time, sender and text of the message. Так. Я вот это хочу оставить, потому что мне кажется, как Telegram... не, без разницы, можно удалить, оказывается. Так, как это теперь сделать? Давайте сначала вытащим эти данные. Так. Const data равняется time равняется time date. Что это такое? Это просто такой есть внутри JavaScript готовый модуль, который называется date, и мы создаем новую дату. То есть он берет нынешнюю, сегодняшнюю дату, ну, конкретно в моменте. Там, например, сейчас он возьмет 20:53:07, типа такого. Потом сендера мы будем записывать по юзернейму. Да, лучше нам юзернейм. А что еще есть? Давайте посмотрим. ID-шка. Вот по ID-шке надо. Но это, ну как, нечитаемые данные, да, такие же, типа числа, цифры, там, буквы. Это нам особо ничего не дает. Но для компьютера зато мы можем всегда ID-шку получить, потому что у некоторых там имени нету, у кого-то там никнейма нету, юзернейма, у кого-то фамилии нету, поэтому лучше всегда такие, ну как это, в базе данных что-то храним, чтобы что-то с кем-то сравнить, типа этот ли он человек, потому что человек может в любом моменте юзернейм поменять и имя поменять, а ID-шка всегда остается. Sender, потом text of the message, давайте тоже текст назовем, наш field. Это просто ctx. Подождите, я забыл, как там текст. Message, да, кажется. Текст. Так, давайте просто проверим. Отправим эти данные в чат сразу. Давайте. Интересно, сразу это сообщение сможем отправить? Отправляем сюда он отправит да, отправил. Так, почему он просто отправил? Hello, Алихан, и потом отправил. Так, давайте так сделаем. JSON.stringify. Вот. Ну, получается, если вы какой-то объект хотите отправить, надо через stringify делать. Вот дата, когда я отправил. Center – это ID-шка именно. Запомните, что это ID-шка. Потом, ну, что можно даже вот так сделать. Center ID. И сам текст, что нам отправили. Давайте другой текст попробуем отправить. Тест. Все, работает. ID-шка та же самая, если заметили. И дата обновилась на нынешнюю. Так, теперь это надо сохранить. Что мы делаем, чтобы сохранить? Я хочу это в папке History сохранить, и чтобы все это было в одном каком-то файле. Давайте файл сразу создадим. New file. Давайте этот вот так сделаем. History. Я, короче, буду каждый раз сохранять в новый файл, да? Потом объясню, как сделать в одну. Сначала я хочу, чтобы в одном было. Ну, так, типа, начнем с простого. Const fs равняется require fs promises. Да, правильно. Так,
Почему FS? Так, Node.fs это, короче, FS, по идее, потом его сделали в ноде, в нод пихнули, типа, типа обновление, что ли, не знаю. Почему FS? Это file system модуль внутри ноды. Почему именно promises? Promises позволяет нам использовать async await. Async await я вам не объяснял, как раз объясню сейчас. И вот все это будет храниться внутри константы fs. Сейчас будем этот модуль использовать. Его использовать для того, чтобы там читать файлы, удалять, создавать файлы, апдейтить их, там внутри менять и так далее. Короче, с файлами, с папками, короче, работает, чтобы узнать, какие файлы находятся внутри папки и так далее. Так, подождите, у меня вообще слышно. Аман? Да. Что такое? Все. Не, я просто думал, Я запись не идет или там... я пристально смотрю. Все, базарят. Потому что Так, у меня вот этот NoDemon долго что-то устанавливается. Уже сколько, минут 15 стоит, тупо завис. Походу, мне окей. нужно дождаться нового компа, реально. Здесь без шансов. Да. Я тоже заметил, что медленно. Так, сейчас воды попью. Так, окей, ехала. Вообще, тема понятна, да? Что мы вообще делаем? Ну, И мне все как делаем? понятно. Nice. Я понял, почему JSON Stringify и так далее. Вот именно Async Await я собирался пройти, но, блин, были праздники, всякая фигня. Все. Тема как Я- раз сейчас объясню и поймем, типа, понятно или нет. Ко мне звонит. Так, мысли что-то пошли. Вот. Почему await, кстати? Вот здесь у нас уже один пример есть. Я как раз, чтобы это слишком сложно не делать. Так, короче, есть await здесь. Почему здесь вообще await стоит? Прикол в том, что, помните, я тему объяснял насчет асинхронности внутри ноды, да? Что некоторые есть методы, которые работают асинхронно, чтобы в это время пустой фигней не заниматься, а делать реально полезные вещи. Так вот, reply – это асинхронный метод. Если ты await уберешь, то он дальше тупо пойдет. Он не будет ждать, пока вот это сообщение тебе дойдет. Он просто пойдет дальше, вот это отправить и там выйдет с этой функции. Но он отправит тебе, если там каких-то проблем не будет. Но ты не будешь знать, он отправился нормально или нет. Он просто своей дорогой, грубо говоря, пойдет. Да? Если мы поставили await, то он говорит, подожди, давай посмотрим, нормально дойдет сообщение или нет. Будет ждать, придет success, да, ну типа все, нормально закончилось, и потом только пойдет вот это делать. То есть без этого он сразу на следующую строку кликает. Ну, просто так получилось, что здесь другой await стоит, но здесь что угодно могло было быть, по идее. Понятно, да? Если честно, не до конца. Await у нас ждет того момента. Смотри, я вот до конца не понял. Await он что делает? Он ждет, пока отправится сообщение, чтобы ответить. Hello. Окей, бро. Бро, давай, Битик. Эту тему я сейчас в другом файле объясню, чтобы не зацикливаться на реплае. Так, давайте lesson, как раз давайте сделаем lesson 8. Это файл. Lesson 8. Был индекс, да, у нас индекс 1.js обычно. Так, давайте обычный async await напишем. Так, сначала, если у нас function async. У нас есть асинхронная функция, которая называется main. Что она делает? Давайте сначала ее запустим. Вот мы создали функцию, мы сказали, что она асинхронная.
И мы сразу его вызываем. Send motor пока. Так, пусть это будет в другой кнопке, в другом терминале. City lessons, lesson 8. И node, так как у нас тут node daemon нету, да и не нужен он, потому что нам каждый раз перезапускать не надо же. Ну как, это же не такая это же не сервер, да, чтобы перезапускать. Node index1.js. Все, нормально, закончился рабочий код. Теперь мы хотим здесь сделать, например, другую функцию напишем здесь. И пусть она будет называться async function test. Здесь будет console log test. Окей. Здесь вызываем тест. Я слышу. Ну, что такого, да? Ничего не поменялось. Давайте теперь здесь напишем console log main. Как думаешь, что будет первее? Main или тест здесь на экране? Ну, по логике тест кажется, что будет, потому что он выше стоит. Но по тому, к чему ты ведешь, main будет первее, потом тест будет. То есть чисто если, да, Окей, понял. по Смотри. психологии, да. Тест первее, да? Потом. Окей. Что тут произошло? Ну, одна и та же хрень, да? Как обычно код. Все еще типа, все так же. Так, подожди, я Slack закрыл. Все так же идет. Типа, обычный код так бы и работал, по сути, да? Если бы мы async убрали, точно так же все было. Но давайте теперь добавим один элемент. Здесь. Помнишь это? Да, Все. Секунду будешь ждать, да. получается. Теперь что будет? Ну, сначала тест. Подожди. Секунду. Сначала тест будет, потом секунда. Сначала тест, потом main, потом set timeout. Ну, хотя что первее будет за секунду? Он может между попасть. Но если на 4 секунды попасть, то Аман поплыл, короче. почему? Давай посмотри. Секунда просто очень быстро. Тест, Почему? тест, потом main, да, был? Тест, потом main, да. Да? Типа все еще ничего не поменялось, да? Там пустота же вообще, ничего нет уже внутри. Set Где timeout. здесь? Функция пустая же, да. Типа, не, я понял, о чем ты. О, ё-моё. Чё я тут Это не я путаюсь? поплыл, значит. Я поплыл. Вообще, я сижу и думаю, там же внутри ничего нет уже. Братан, я еще такой, я же с умным видом. Аман поплыл, типа. А я Ладно, сижу и короче. думаю, внутри-то ничего нет, типа, что может быть там? Ай, блин. Короче, тест подождал секунду, только потом вышел, а Мэй не стал его ждать и сразу сделал этот, да? Как его? Логнул main, потом тест захерачил. Да, типа, что это означает? Типа, он не стал его ждать, а сразу main вывел на экран, да? Ну, если честно, если бы я async поменял на const, то же самое как будто было бы. Вот Да, так реально. есть. Так есть. Сейчас я не могу, короче, это сделать. Слово async дает, типа, возможность использовать await, типа такого. Да, блин, с тайм-аутом не канает, сейчас. Надо тут другое что-то сделать, какой-нибудь типа request. Сейчас я тебе покажу.
Давай так сделаем. У меня пример ни о чемский сейчас будет. Да. Короче, это нам не поможет для объяснения. Ни о чемский пример. Еще раз попробую по-другому. Let, так, да, let i равняется нулю. А сколько я здесь этих сделал? 5, 6, 7, 8. Блин, там какой-то процесс нужен, который будет асинхронно. Так, давай я быстро найду какой-нибудь хороший пример. Хороший прям пример нужен. Ну, вот эти промисы использовать. Без промиса хочу. Вот этот хороший, по идее, вариант, тоже промис. Короче, бізге не керек та негізі бір input output керек, IO керек. Solve. Давай сделаем какой-нибудь fetch. Fetch напрямую работает, что ли? Так. URL. Так, окей, енді нормально болу керек. Почему я вообще здесь не в тему fetch добавил? Для того, чтобы мы могли сделать IO-процесс какой-нибудь. Что такое IO-процесс? Это input-output. Когда мы, например, в другой сервер request кидаем, в базу request кидаем, да, чтобы какие-то данные получить. Что тогда происходит? Тогда вообще наша программа начинает ждать ответ, да, от него. Ну, типа, нам должен же какой-то респонс оттуда прийти. И вот в этот момент есть async await, да, асинхронность ноды, которая позволяет нам не ждать, но ждать это на, как это называется, на бэке, да, чтобы это пассивно происходило. И дальше делать какие-то, да, и дальше делать свои дела. Что он делает? Он здесь говорит, нет, не жди, пока от нет, не иди дальше, а жди, пока от Гугла придет output, только потом вытащи тест, да, и здесь мы что? Мы здесь await не делаем, поэтому сразу main делает, а вот это там, скажем, через секунду ответ приходит, и он потом делает, выводит тест. Вот в таком порядке идет. А теперь, чтобы нам обязательно тест первым вышел, нам нужно здесь await сделать. Вот от Google ответ ждали только что, из-за этого долго было. Потом тест, потом main. Так, почему здесь мы async пишем? Потому что, чтобы использовать await, да, чтобы ждать асинхронные методы,
нам нужно, чтобы наш метод сам тоже был асинхронным. Поэтому мы не можем там в неасинхронном методе писать await. Вот. Тут даже объясняется детально. И мы в глобальном этом не можем делать await. Это же асинхронно, по идее. Вот здесь мы await... что за... Да. Я думал, уже обновили. Потому что есть, короче, типа бан. Это типа нода, которая вообще другими людьми написана. Ну, типа, как похожая вещь, как нода, но не нода. И они сделали так, чтобы здесь сразу можно было await писать, короче, из-за этого я так, типа, удивился. Вот, я думаю, они тоже добавили. Здесь мы не можем await использовать, потому что вот эта глобальная вещь, это не асинхронно, короче. Поэтому надо сначала асинхронный метод создать, и внутри нем уже писать await. Из-за этого я типа main создал здесь асинхронно, чтобы await тест сделать. А вот так мы не можем писать. Из-за этого ошибка сейчас. Убираем. Вот это понятно? Прям до конца понятно или как? Ну вот я не пойму, какой output от Fetch, ну, от Google мы ждем. Ну, по Что идее, он может дать? здесь есть, по идее, output, const, response равняется. Но я не стал его смотреть, типа, я его использую не в этих целях, типа, чтобы там посмотреть, что там. Я просто жду, пока он мне ответит, и только потом делаю свои. Ну, типа, я не для этого использую. А тогда мы можем там, типа, сделать console.log response, там, скорее всего, не сможешь показать, потому что JSON stringify, наверное, надо будет использовать. А нет, нормально. Так, ну вот всякие там. Ну где, братан, тут до хера разных хранений, которые Я нам понял. интересно. Типа, күнде көріп жүрсің ғой Google ашқанда. Вот, что еще? Вот async await. Давайте вот так сделаем. Так, енді сюда возвращаемся к нашему любимому боту. Не знаю, я вообще сюда уже заходить не хочу. Хочу здесь все, короче, делать. Что там было? Вот сол сияқты біз мына жерде, если заметили, лямбда функцию создали асинхронной, чтобы использовать здесь await. Возможно, вы не заметили до этого. Вот, по идее, тұр да? Алып тастасам, что за фигня дейді, да? Вот. То есть лямбда функции тоже могут быть асинхронными. Ну, вообще, любые функции могут быть. И здесь мы ждем. Сначала один реплей делаем, потом нам приходит респонс, что все окей, потом второй делает. Потом приходит нам респонс, что все окей, и только потом выходит. Вообще, по красоте, все асинхронные методы надо await, чтобы у нас в коде было меньше багов. Если мы не будем await, то мы не сможем их нормально, эти ошибки словить и понять их причину. Сейчас это на практике сложно показать. Ну, что на практике, говорю, здесь сложно показать. Но в теории вы можете это заметить. Потом, блин, ты найдешь, откуда эта ошибка вышла. Такие моменты бывают иногда. Так. Что? Ой, я что-то еще мысли потерял. После того, как мы отправляем это сообщение, мы давайте напишем сюда. Нет, давайте мы будем им не отправлять сообщение. Точнее, не такое сообщение, а будем отправлять что-то типа save it. Это как будто бы наш ноут-тейкер, я же можем в текст отправлять наши ноуты, и он будет в history, короче, сохранять, а потом в этом файле мы будем смотреть, например, да? Ну, это можно в телеге сразу в истории пойти посмотреть. По сути, то же самое. Но, типа, если ты прям пипец какой-то гик, не знаю, можно так сделать. Здесь давайте вызовем метод, который будет называться save message. Куда дата будем отправлять. Теперь
new folder, services. А давайте вот так сделаем, просто файл создаем. Service.js. Там будет function асинхронный, пусть будет асинхронный. Почему? Потому что мы сейчас будем файл system использовать, да, fs, помните? А она асинхронные. Там внутри методы асинхронные, поэтому async надо использовать, чтобы awaited. Async function save message, да, data, или можно типа message data. Потом здесь что делаем? По сути, значит, нам вот это здесь не нужно, собираем его сюда, его здесь использовать. И в то же время вот эту вещь делаем. И здесь делаем const save message. Это require text service. Аня, пусть это вместе. Так. Проверим, работает он или нет. Здесь пусть будет console.log saved by service. Заходим в проект lesson 8. Так, снова теперь first Telegram bot. Daemon src app.js. Что-то я не так сделал. Скорее всего, там save. Ага. Export. Да, модуль экспорт. Модуль.экспорт. Было. Я запутаю. Я вообще так не использую просто. Модуль экспорт сравняется. Мне кажется, просто урок уже, по идее, подошел к концу. Да, я же немного поздно начал. Ну, это как раз бір сағат ровно. Да. Так. Не деваться, брат. Ой. Все, он работает. Так, давай отправим my first note. Save by service шықты. Значит, он сюда зашел. Ну, на следующем уроке мы будем сохранять через файлы, чтобы у нас здесь в истории он появлялся, короче. И будем уже не в Телеграме истории смотреть, да, потому что тут дофига чего есть. Старт есть, его ответы, там, оно, мусор как бы. А здесь чисто будет, короче, месседжи нашего юзера. И не только меня, да, например, я же сейчас отправляю. Из-за этого там не так интересно, потому что я могу здесь историю как посмотреть. А там будет все пользователи нашего бота появляться. Например, Аман, сейчас ты можешь написать. Давай, кстати, ты для прикола. Сейчас я тебе отправлю. Сюда отправь сообщение. Любое сообщение в этот бот. Прикольно будет показать, что одновременно это тоже, как работает. Здесь он вышел. Вот, save by service. Вот, типа. Так что Аман отправил, и здесь оно вышло, короче. Вот, наглядно показывает, что в чем разница, да, когда мы просто в истории видим, когда мы сохраняем. Будет от всех юзеров, короче. Так, я это все беру и добавляю. Проверь, там нету лишних каких-нибудь файлов. Git ignore. Git ignore, что это? Токен я уже такой файл не использую. Все, офигенно.
Git commit. Всё. Аман, вопросы есть? Нет, пока, по идее. Буду пересматривать еще. Единственное, у меня этот NoDemon не установился, там много ошибок вышло. Это тайм-аут. Все, я пушнул. Можете в GitHub смотреть мой код. Ну все, я останавливаю запись, короче.